Saygılı dostlar, biz devam ettiğimiz multfilmnin yanı kısmı endi yarın aynı vakitte yani sabah programması devamında olacaktır. Bizim stüdyamızda ise Musafir ve aytkanımız gibi bugün bizim bayramımız yani sabah programması bayram şeklinde geçmekte ve stüdyamızda endi birinci Musafir. Elbette, hürmetli dostlar, tamam bayram mevzularını açıklayacağımız stüdyamızda Kırım Cumhuriyeti'nin Devler Şurası'nın mebusu, Kırım Cumhuriyeti Tavrida adlı urumlarının regional milli medeni muhtariyeti Cemaat Teşkilatı'nın reisi Иван Шонус. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. С праздником, страна, с праздником, крымчане. Всех с Днем народного единства поздравляем. Как настроение? Праздничное. Утром ехал, так хорошо. Дороги Праздничное пустые. настроение, да, дороги пустые, без пробок доехали, выходной. Сегодня во всей России отмечается День народного единства, и по традиции мы привыкли отмечать этот праздник громко, масштабно, да. Но, к сожалению, в этом году ситуация немножко изменилась. Пандемия коронавируса внесла свои изменения. Как в этом году будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня народного единства? Ну, конечно, этот праздник в первую очередь в душе каждого человека, нашей многонациональной России, нашего многонационального Крыма. Хорошо поет об этом, о родине Виктория Черенцова, которая сказала, это то, что нас лечит, это Божья благодать, это то, что не купить, это то, что не отнять. Поэтому в первую очередь коронавирус на это никак повлиять не может. Наши народы едины, в Крыму 175 национальностей, которые уже долгое время проживаем в мире и согласии. Это основное наше кредо. И, конечно же, как правильно сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, надо обратиться назад в историю и посмотреть, изучить те исторические победы, триумфы и также трагедии и несчастья. И когда наша страна, Россия, когда Крым был счастлив, это действительно, когда народный дух нашего единства всегда был на высоте. И, можно сказать, от Минина и Пожарского до Крымской весны мы это очень хорошо прослеживаем. Для нас, крымчан, конечно, этот праздник молодой, он и в России, скажем, материковый молодой, потому что празднуется с 2005 года, но он имеет глубокую историю. Он именно не праздновался только в советское время, 1917 года. И поэтому, когда народ выходит на улицы, поздравляет друг друга, это, конечно, определенные эмоции, яркие впечатления. Но сегодня мы даже поздравляя друг друга в соцсетях, в телефонном режиме, просто говоря об этом, тоже радуемся и понимаем, что есть такая страна многонациональная, как Россия, как Крым. Угу. А какие мероприятия вообще в принципе сегодня ожидаются? То есть многие, мы знаем, что вот за этот период, да, когда мы находились на самоизоляции, мы освоили, так сказать, онлайн-режимы, онлайн-конференции и прочее. Какие мероприятия сегодня нас все-таки ожидают? Ну, сегодня, что касается нашей общественной организации «Греков Крыма», то я могу сказать, что накануне проведения праздника мы приурочили конкурс рисунков, который очень удачно провели. Было избрано жюри. Детишки, школьники рисовали эти рисунки, посвященные народному единству, и определены победители. Соответственно, мы также провели видеоконференцию с нашей Федеральной национальной культурной автономией греков России, тоже посвященную Дню народного единства. Обсудили те моменты, которые, скажем, на сегодня нас волнуют или, наоборот, которые радуют. И, скажем, таким образом отпраздновали. А таких вот каких-то крупных мероприятий ничего не Ну, это... Пока главное, как говорит и глава Республики Крым Сергей Валерьевич, это здоровье наших граждан. Это правильно. А все-таки что волнует, что радует сейчас национально-культурную автономию? Ну, я хочу сказать, что не только нашу национальную культурную автономию радует. Государственную поддержку получили все общественные организации, которые работают в межнациональной сфере для сохранения своей индивидуальности, для последующих поколений крымчан на родине многонациональных традиций. Опять же, как правильно сказал президент, что такое для нас День народного единства. Это наш генетический код, это наша генетическая код нашей культуры. А как мы знаем, что такое культура? Культура – это то всеобъемлющее огромное явление, которое превращает людей из просто населения в народ и в нацию. Мы единый народ, мы россияне, и поэтому живем в мире и согласии. В чем на сегодняшний день отражается единство народов Республики Крым?
Ну, во-первых, мы знаем, что девиз нашей республики – процветание в единстве. Вот, наверное, это определяет нас сегодня. Мы действительно процветаем, мы сделали правильный исторический выбор в 2014 году. Мы не шли за куском хлеба, мы идеологическое решение приняли. Соответственно, мы получили все возможности для того, чтобы наша республика не деградировала, а наоборот, в составе Российской Федерации процветала и была привлекательной, как и, в принципе, вся Россия. И я вот сегодня слушал утром новости, и президент Аргентины, выступая, говорил, что их страна хочет купить вакцину, которую изобрела Российская Федерация. И он говорил, не надо это политизировать. И действительно, он прав. Он говорит, когда говорите о России, нужно думать, что вы говорите. Это великая держава, это держава с богатейшей историей. И самое главное, что он сказал, это страна, у которой 28 нобелевских лауреатов. Вот это меня поразило. Я действительно вот гордо сидел и смотрел сегодня новости и еще больше, скажем сказать, проникся в историю нашей страны. И среди них еще сколько лауреатов, которые отказались от своих премий, в том числе и Лев Николаевич Толстой. Совершенно верно. Хотелось бы вот сакцентировать еще на что внимание. То есть можно ли сказать, что вот День народного единства, это, кстати, новая страница, потому что мы начинаем уже Новый год, какие-то новые задачи можем поставить уже, вот подвести итоги каких-то уже тех мероприятий, которые прошли, и какие планы есть на будущее? Очень правильно вы подметили. Действительно, День народного единства – это как вот какой-то Рубикон, который мы ежегодно преодолеваем. И обращаясь вот к тому, что было в этом году проделано, действительно, коронавирус внес свои коррективы, но не повлиял именно пагубно на те мероприятия, которые мы хотели провести. Мы их, если даже не провели, отсрочили, и все равно благодаря Государственному комитету по межнациональным отношениям, благодаря такому предприятию, как Дом дружбы народа, вы знаете, да, у нас прошло вот буквально в сентябре прекраснейшее мероприятие, которое было посвящено и национальному празднику Греческой Республики, это День Охи, когда греки первые дали отпор фашистам, итальянским фашистам, и в том числе и гитлеровцам, и Дню народного единства, и Дню флага. Мы как бы объединили эти праздники. Почему? Потому что они в основном имеют как бы свою основу, это патриотизм нашего народа именно к нашим героям. И то, что было в День народного единства, когда Минин и Пожарский освободили от польских интервентов Россию, это действительно тот момент, когда народ объединился, и мы, прослеживая исторически, видим, он объединялся не единожды на всем протяжении истории до сегодняшнего дня. И продолжая предыдущий вопрос, а какую роль играет национально-культурная автономия греков Крыма в сохранении межэтнического и межконфессионального согласия в республике? Ну, вы знаете, греки исторически проживали на полуострове, и современная жизнь тоже греков Крыма связана непосредственно с жизнью нашей республики. Я считаю, что греки – яркая частица нашего российского многонационального общества, и как и без других народов, так и без греков нельзя существовать. Почему? Потому что каждый приносит свою изюминку в нашу культуру, в нашу традицию, в наши обычаи. Мы еще раз поздравляем вас с этим замечательным днем. Мы рады, что вы нас посетили. Ждем вас снова. Что бы вы хотели пожелать в этот праздничный день всем гражданам? Ну, я бы хотел отдать дань доблести и славы нашим героям, которые на протяжении всей истории Руси защищали нашу страну и сохранили мир. И, соответственно, крымчанам и россиянам пожелать мирного неба, счастья и благополучия всем нашим семьям. Спасибо огромное, что посетили нас сегодня. Çok sağ olun, hayırlı günler. Урметлі достар, yayınımızın devam etemiz. Men bilesem, tamam, güzel bir mevzularını açıklamağa kendide devam etmek gerektir. Elbette, mana böyle mühim bir mevzudan son, elbette sabalıklarını yapmağa vakit kelgendir, saygılı dostlar. Ve aynı serlevalı rubrika, yani sabalık rubrikası bizim yayınımızda devam etmekte.